Здравствуйте, коллеги, ребята и гости нашего праздника. Вот и наступил день, который мы все так долго ждали. Сегодня радостное событие. В нашей школе открывается центр «Точка роста», который гостеприимно примет творческих ребят. Центр образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» создан в рамках федерального проекта «Современная школа», одна из 10 направлений национального проекта образования. Цель проекта – повысить качество подготовки школьников и развить у них современные технологические и естественно-научные навыки. В центре «Точка роста», открывающегося на базе нашей школы, планируется реализация общеобразовательных программ по предметным областям биология, химия, физика. Нам, поколению 21 века, поколению высоких технологий, живущим в виртуальном пространстве, предоставляется уникальная возможность первыми попробовать все это в действии. Школа – это целый мир знаний, общения, творчества и развлечений. Здесь каждый может выбрать себе занятие по душе. «Точка роста» — это серьезный шаг в новую современную школу, которая позволит дать детям хорошие знания и навыки и будет интересна самим обучающимся. Открытие центра «Точка роста» – это большое и важное событие для нашей школы. Дорогие друзья, вас приветствует директор школы Неустроева Александра Васильевна. Bugün 50 Kristina adından Çakır Orta Skolatıgar federallik proyektinden anıgı saydılar skola gen çerçetinen nasyonal proyektinden Точка роста giddi. Bilgi bıyılgı üyerakçılıgar sana skola onutturamız, hırdak elbaq ermenleri gittiramız. Beyabit uluslu bahalıga Степан Анатольевич Саргадаев bilinen onunla çırapçılığın üyerak направлениятын начальнига Юрий Павлович Пасельской kömölörden hanga oskola tutuldan bu bilgi ol oskola bitihiger Точка роста alınna. Onuttan etillerin kurdu bu balağının 14 günüger çırapçılığıgar össe bilgi oskola bitin tahanan 100 oskolaga kayaqsıkka gimnaziyaga onunla olahan kölge kirdi. Onuttan innikitin boskolalar, uçtallar, oğular barı sivestehen hürdeğ uçuydik anıgı оборудованиялары тугананнар үйретектері, үйнектері, сайдықтері ген бағаналақпын. Онуттан биһиги бу проектка бәбит учталлар бу өссылларга манда химия биология учталынан үлелейдер Александра Дмитриевна Варламова. Онна бәті кескелләх анығылы саңа технологияларга сөбдәк көргенлік кейленерер Евдокия Робертовна Мамаева bu Точка роста халаячыты болан туранере әлбәқ үлені дықтыра оғылар бұтын сайынлар ықтыра ген бүгәрелләқпін. Оннықтан бүгінге манан туғанан мен өссі бәбіт үйерақ министрин bu Саха Республикатыгар Ирина Павловна Любимова хүрдәқ үшігей әғардетілін істеммен онна чақчыты дағаны республикаға бұқамсағын әме хүрдәқ әлбәқ осколаға келбетінен бараларын әғардәлейбін онна бараларғар сетигілер үлені бағарам. Реализация проекта «Современная школа» стала возможной благодаря совместным усилиям федеральных, региональных, муниципальных органов образования. Слово предоставляется заместителю начальника управления образования Чурапчинского улуса Осиповой Анастасии Николаевне. What's up?
предоставляется руководителю Центра образования «Роста», открывающегося на базе образовательного учреждения МБО Чукырская СОЖ имени Семена Степановича Яковлева Евдокии Робертовне Мамаевой. Добрый день, я руководитель Центра «Роста» Мамаева Евдокия Робертовна. Сегодня в нашей школе особенный день, ведь именно сегодня, 14 сентября, открывается Центр образования «Роста». Для нас это уникальная возможность расширить пространство образовательной среды новыми технологиями. Кабинеты «Роста» предназначены для освоения современных программ школьников, школьных курсов биология, физика, химия, но и дополнительного образования по направлениям физиология, экология, робототехника и шахматы. Для меня большая честь пригласить вас в нашу точку роста. Центр «Точка роста» несет функцию общественного пространства для развития общекультурных ценностей, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности и должен обеспечить формирование современных компетенций и навыков у школьников. Благодаря такому центру обучающиеся нашей школы смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности. Мы уверены, что работа Центра «Точка роста» расширит возможности для предоставления качественного современного образования для школьников, поможет сформировать у ребят современные технологические и, естественно, научные навыки. На сцену приглашается заместитель директора по учебной части Филиппова Сарглана Николаевна, чтобы пригласить работников Центра «Точка роста». Добрый день. Разрешите представить учителей нашей школы, которые будут вести внеурочную деятельность Центра «Точка роста». Курс «Лабораторно-химический анализ» для учащихся 8-11 классов и курс «Живая биология» для учащихся 5-7 классов ведет учитель биологии и химии Варламова Александра Дмитриевна. Курс «Экспериментальная физика» для учащихся 5-11 классов ведет учитель физики Мамаева Евдокия Робертовна. Так, робототехника для учащихся начальных классов ведет учитель технологии Васильев Иван Яковлевич. Курс IT-технологий для учащихся 5-7 классов ведет учитель математики и информатики Власьева Галина Кирилловна. Также курсы «Моя первая экология» для учащихся начальных классов и шахматная школа для учащихся начальных классов ведет учитель географии Петрова Антонина Григорьевна. Пожелаем же успехов всем работникам Центра «Точка роста» и ученикам нашей школы. Точка роста – это сила, точка роста – это класс. Знаем мы, что точка роста многому научит нас. Новое поколение вперед! Так пусть сегодняшний день пройдет под девизом «В современной школе современные условия». Дорогие наши дети, уважаемые педагоги, сегодня мы по всей республике открываем точки роста. Национальный проект образования ежегодно нам позволяет приобрести новое оборудование, компьютерную технику для проведения учебных занятий и дополнительного образования. В этом году в точке роста получает 110 наших школ всей республики. Это условия для проведения не только уроков, но и исследовательской деятельности, проектной деятельности наших детей. Думаю, что по всем направлениям биология, химия, которые вы сегодня получили, оборудование будет очень полезным, современным и, отвечая всем сегодняшним требованиям, да, будет просто вам помощью для работы в школе. Думаю, что все точки роста сегодня оснащены, оборудованы, проведены ремонтные работы, и сегодня подготовлены все наши педагогические кадры. Хочется сказать, что за все годы реализации национальных проектов
все точки роста всей республики должны объединиться под сетевое взаимодействие и должны друг друга дополнять, взаимно делиться опытом работы и, конечно, проектами наших детей. Я желаю всем творчества, удачи, чтобы этот год для вас был интересный и полезный. Самый торжественный момент открытия центра. И мы уверены, что это событие войдет в историю нашей школы и села. На радость всем нам открывается центр. Пусть в дань традициям, которые мы чтим, разрезана сегодня будет лента перед прекрасным будущим твоим. Почетное право разрезать традиционную ленту открытия центра «Точка роста» на базе МБУ Чакырская школа имени Семена Степановича Яковлева Эревикерестине предоставляется Неустроевой Александре Васильевне, Варламовой Александре Дмитриевне и Мамаевой Евдокии Робертовне. Наш центр открыт. Уважаемые гости, спасибо вам за внимание. Сейчас мы предлагаем вам обзорную экскурсию по профильным кабинетам центра. Ребята, мы сегодня хотим представить вам оборудование по биологии, по химии, по физиологии, по робототехнике и по экологии. Что же дает центр «Точка роста» нашей школе? Во-первых, оборудование центра используется для демонстрации опытов на уроках, что делает их более интереснее. Цифровые датчики, которые позволяют измерить величины, которые невозможно измерить с помощью традиционных уроков, например, школьного оборудования, индукции магнитного поля, освещенность и увлажненность почвы и многое-многое другое. Каждая цифровая лаборатория содержит приложение с описанием демонстрационных опытов и практических лабораторных работ, которые можно проводить с использованием этого оборудования. Цифровая лаборатория является универсальной платформой, которая позволяет проводить научные эксперименты, получать достоверные результаты и анализировать их в специально разработанной программе. Учебная лаборатория по нейротехнологиям позволяет регистрировать биосигналы человека, электрической активности мозга, мышца, пульса, кожно-гальванической реакции, электрокардиограмма, дыхание, артериальное давление. Набор ОГЭ по химии – это комплект лабораторной посуды, инструментов и реактивов для безопасного проведения химических опытов, процесса подготовки и проведения общего государственного экзамена по химии. Набор включает средства безопасности, измерительные приборы, расходные материалы, необходимые для подготовки и проведения химических реакций. Так, по химии, например, можно узнать с помощью датчика pH раствора, датчик электропроводимости, датчик температуры воздушной среды, так и оптической плотности воздуха. По биологии можно измерить относительную влажность, освещенность, температура окружающей среды. По экологии можно узнать относительную влажность, освещенность,
pH раствора, нитрат ионов, хлорид ионов, датчики температуры, электропроводимость и температура окружающей среды. Помимо этих датчиков есть дополнительные датчики. Датчик звука, датчик влажности почвы, датчик окиси углерода и оптической плотности и турбидиаметр, датчик кислорода. Спасибо за внимание. Решится пора удивить весной своей яркой идеей. Пора искать эту самую нить, что Добрый день! Вы все находитесь в кабинете физики. Кабинет оборудован современными цифровыми лабораториями по физике, предназначены для проведения лабораторных экспериментов по темам курса физики. В цифровой лаборатории имеются мультидатчики. С их помощью мы можем измерить силу тока в цепях, температуру, фиксировать ускорение движущихся тел и значение индукции магнитного поля. Все эти величины будут измеряться гораздо большей точностью, чем на обычных приборах. Кроме того, сведения этого мультидатчика будут размещаться на ноутбуке. Для ноутбуков есть специальная программа, которая обрабатывает полученные нами данные и выдает результаты. Поэтому проведение лабораторных и экспериментальных работ будут проходить гораздо интереснее в соответствии с современными процессами. Также у нас есть лабораторный набор по физиологии. Комплект обеспечивает проведение исследований по функционированию человеческого организма, позволяет проводить измерения артериального давления, температуры, ЭКГ, пульса и так далее при помощи беспроводного протокола передачи данных. Спасибо за внимание. Демонстрация, запись сигнала электрической активности мозга при регистрации в полосе тета-ритма. Сенсор для регистрации электроэнцефалограммы предназначен для отслеживания электрической активности головного мозга, отводимой поверхности головы, а также метод записи таких потенциалов. Регистрация и анализ сигналов используется в диагностике функционального состояния мозга и его отдельных участков путем анализа амплитуд отдельных частотных компонентов сигнала, называемых ритмами. Основными ритмами являются альфа-ритм, бета-ритм, тета-ритм, дельта-ритм. Тета-ритм показывает сонное состояние.
Упоминать это? Высоко. Во время снятия и регистрации необходимо по возможности избегать движений и сохранять неподвижное положение. В результате опыта получаем график. На полученном графике можно увидеть импульсы, которые формируются вашим головным мозгом в полосе альфа-ритма.